эфире МТС Новости, в студии Елена Кобзева. Здравствуйте. В Бишкеке назначен новый временный мэр уже второй за сутки. Премьер-министр Улугбек Марипов отменил свое вчерашнее решение о назначении на пост исполняющего обязанности мэра Эрмека Нургазиева и назначил на это место Бактыбека Кудайбергенова. Отмечается, что утром нового временного градоначальника представили коллективу муниципалитета. 58-летний Бактыбек Кудайбергенов, так же как и Нургазиев, в прошлом году баллотировался в депутаты в составе партии «Кыргызстан». До этого работал акимом Исыкатинского района. Затем полпредом правительства в Чуйской области. Этот пост он занимал с июля 2015 по ноябрь 2017 года, то есть в то время, когда премьер-министрами были Тимир Сариев и Сооронбай Джейнбеков. После ухода с полпредства Бакыт Кудайбергенов оказался в центре земельного скандала. Один из застройщиков в столице обвинил бывшего губернатора в присвоении части его участка и самовольной его застройки. В СМИ пишут, что судебные разбирательства по этому делу длятся уже более 2 лет, и муниципалитет подал иск в суд на Кудайбергенова, чтобы обязать его снести возведенные им строения. Назначение Кудайбергенова на пост главы столицы, судя по всему, также вызывает недовольство общественности. Сегодня у стен здания муниципалитета собрались несколько десятков человек. Они требуют, чтобы премьер на должность исполняющего обязанности мэра Бишкека назначил другого человека. Митингуют там представители ряда партий, они предлагают свои кандидатуры. Звучат также призывы организовать онлайн-голосование. Насчет выбора мэра я хочу предложить вообще по всему городу, да, у каждого определенного, не знаю, общества, да, свои лидеры. Пусть онлайн голосование поставят всемирный, да, для того, чтобы и то крыло не был недовольными. Такого каждый раз такого пикета, чтобы не было. Крупный коррупционный скандал в Муфтияте. ГКНБ сообщает, что сотрудникам комитета руководство духовенства предлагало взятку в $100 000. При передаче денег был задержан главный бухгалтер Духовного управления мусульман Кыргызстана. Ранее следствие установило, что руководство Муфтията собранные от паломников для хаджа деньги предоставляло частным финансовым структурам в виде займов и получала с них ежемесячные процентные надбавки. По версии следствия, сумма этих незаконных займов свыше 100 миллионов сомов. После выявления указанных финансовых операций была предложена крупная взятка сотрудникам спецслужбы, добавили в Госкомитете. Возбуждено дело по факту взятки в особо крупном размере. Задержанный бухгалтер водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ. В связи с коррупционным скандалом в Муфтияте в отставку подал муфтий Максат Аджи Токтумушев. Об этом сообщает агентство «Спутник», ссылаясь на свои источники. ГКНБ подозревает руководство духовенства в корыстном использовании денег паломников. В Муфтияте пока информацию об отставке Токтумушева не подтверждают, но и не опровергают. Там отметили, что он сегодня утром пришел на работу и сейчас проводит совещание со своими заместителями. Отметим, несколько дней назад он говорил журналистам, что в начале апреля состоится Курултай мусульман, на котором должен быть выбран новый муфтий. И Токтумушев заявлял, что намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру. Пост муфтия Максат Аджи Токтумушев занимал с января 2014 года. Меж тем, в Госкомитете по делам религии также сменился руководитель. Акин Токталеев был назначен на эту должность в ноябре прошлого года. Накануне, как сообщает отдел информационной политики аппарата президента, его сняли. Другим указом Садыр Джапаров назначил на пост главы комитета Медера Карабаева. О Карабаеве известно немногое. Лишь то, что ранее он был уполномоченным службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД. И сменился сегодня и глава фонда по управлению государственным имуществом. Как сообщает пресс-служба ведомства, Джилдызбек Исакулов подал заявление об увольнении по собственному желанию. Он, как отмечается, перед этим провел аппаратное совещание и попрощался с коллективом. Исполняющим обязанности главы фонда назначен заместитель председателя Ишенбек Медетов. Взлом был, дела на месте. В Бишкекском горсуде прокомментировали проникновение неизвестных в здание суда. В ночь с 9 на 10 февраля, как отмечается, неизвестные лица взломали двери кабинетов судей по уголовным, экономическим и гражданским делам. В сети со ссылкой на источники в суде сообщалось, что неизвестными также были вскрыты сейфы, в которых находились материалы дел, в том числе последних громких. В горсуде сообщили, что после случившегося была инвентаризация документов. Она показала, что все папки с делами на месте. Пропажи гражданских, уголовных, административных дел не обнаружено.
Финпол сообщает, что окончены и направлены в суд 28 дел по фактам коррупции в Госдирекции автомобильной дороги при Министерстве транспорта. Речь, отметим, идет о коррупционной схеме, с помощью которой дорожные чиновники занимались поборами с водителей фур на трассе Бишкек-Ош. А в рамках расследования были задержаны около 30 чиновников различного ранга, в том числе статс-секретарь Минтранса Эрмек Мамаркалиев. Его задерживали дважды. В середине января в Финполе сообщили, что чиновник признал свою вину, возместил часть ущерба 2,5 миллиона сомов, и его отпустили под домашний арест. Вскоре Мамаркалеева вновь арестовали. В ГСБ подмечают, что коррупционные действия должностных лиц дирекции и министерства нанесли ущерб государству в размере 20 миллионов сомов. Практически всю сумму, как уверяют в Финполе, подозреваемые уже возместили. В Кыргызстане за минувшие сутки от коронавируса скончались еще 3 человека. По данным республиканского штаба, все 3 смертельных случая зафиксированы в Бишкеке. Новых случаев заражения за последние сутки выявлено 82. Лидерами по данному показателю остаются Бишкек и Чуйская области. И там, и здесь по 32 случая. Среди медиков выявлено 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Эпидситуация, как отмечают в Минздраве, все еще остается нестабильной. Глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев в интервью журналистам заявил, что многие граждане страны игнорируют требования медиков носить маски в общественных местах. Поэтому, по словам чиновника, он предложил правительству рассмотреть вопрос о введении штрафов за неношение масок. Иначе, по словам министра, ситуация может выйти из-под контроля, учитывая, что сейчас увеличивается число пациентов с постковидным синдромом и Кавасаки-подобным синдромом у детей. И на этом пока все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на канале НТС. До встречи в эфире.